В жизни человека судьбоносное значение имеет начало его трудовой биографии. Истоки трудовой деятельности как бы ведут человека по жизни, определяет его дальнейшую судьбу. Трудовой путь воспитывает характер личности, оставляет отпечаток на всю жизнь. По велению судьбы и времени, будущий первый президент независимого Казахстана после окончания школы оказался на всесоюзной ударной комсомольской стройке Темиртау. Здесь, в самом сердце многострадальной казахской степи, на берегу реки Нура, строился гигант черной металлургии – Карагандинский металлургический завод. Приехав на эту стройку по комсомольской путевке, затем с отличием окончив техническое училище номер 8 в украинском городе Днепродзержинске, молодой Нурсултан сразу окунулся в огненную стихию металлургического производства. Огненный металл суров, он не терпит слабости. Возможно, именно в огненной стихии домной закалялись характер и сила воли будущего лидера нации. Около 9 лет отстояв у пламени доменной печи, Нурсултан Назарбаев начал Темиртау политическую карьеру. Об этом периоде его трудовой биографии повествуют уникальные экспонаты экспозиционного зала «Потока времени» историко-культурного центра первого президента. По признанию самого президента, путевку в большую политику ему дали Темиртау и металлургический комбинат. Первой ступенькой политической карьеры будущего основателя независимого Казахстана стала должность заведующего отделом промышленности и транспорта Темиртауской горкома партии в августе 1969 года. На этой ответственной должности молодой партийный работник постигал азы политического искусства управления, курируя работу в Карагандинский ГРЭС-1 и ТЭЦ-1. Кстати, до этого в жизни молодого Назарбаева произошло одно неординарное событие, едва не перечеркнувшее его великое будущее. Дело в том, что год тому назад газовщик доменной печи, делегат Казахстанского всесоюзного съезда комсомола, участник Всемирного фестиваля молодежи и студентов Хельсинки, отказался от престижной должности первого секретаря горкома комсомола, предложенной тогдашним первым секретарем Темиртауской горкома партии Катковым. За игнорирование партийной дисциплины ему объявлен строгий выговор с занесением учетной карточки члена КПСС. А эта мера, в свою очередь, поставила в крест не только на политическую карьеру энергичного, талантливого парня из далекого горного аула с блестящим будущим. С января 1970 по июнь 1971 года Назарбаев возглавлял молодежную организацию Темиртау, будучи первым секретарем горкома комсомола. Именно здесь особенно ярко проявились его организаторский талант и лидерские качества. За 1,5 года он добился значительного уменьшения преступности среди молодежи, улучшения трудовой дисциплины. По вечерам на улицах города появились члены добровольных народных дружин. Наладилась работа по месту жительства молодежи, танцевальные площадки возле общежитий, ставшие местами пьянки и массовых драк, превратились в объекты культурного отдыха молодых рабочих комбината. Этому способствовало то, что во главе комсомольской организации города работал настоящий лидер, вожак молодежи. Этот факт может подтвердить любой из ныне здравствующих ветеранов комбината. Одной из значимых в начале политической карьеры Назарбаева была его работа на посту второго секретаря Темиртауского городского комитета партии, аналогичного должности нынешнего первого заместителя акима города. Свои новые обязанности сам Назарбаев обозначил тогда 3 словами: комиссар, ставший прорабом. В своей книге «Без правых и левых» он говорит, чем ему приходилось заниматься постоянно. Иногда от страшной беготни в глазах туманилось. Это исправление неполадки доменной печи, составление ночного графика конвертера, проведение сотни актов, проведение воскресников, обеспечение доставки бетона, металла, оборудования. В день ему приходилось общаться с сотнями людей. Они тянулись в штаб стройки в любое время суток разными проблемами. Говоря его словами, работа второго секретаря горкома партии была одним рабочим днем, длившийся 2,5 года. Звездным периодом политической деятельности будущего Елбасы Темиртау, несомненно, стала работа на посту секретаря партийного комитета Карагандинского металлургического комбината. Все необходимые качества будущего руководителя государства, высокая организаторская способность, дальновидность, умение работать с людьми, правильное определение приоритетных направлений на развитие страны и общества проявились именно здесь,
когда парторг Кармиткомбината ежедневно занимался решением производственно-экономических и социально-культурных проблем комбината, города и людей труда. Особую значимость этой должности показывает то, что она входила в номенклатуру секретариата ЦК КПСС, а это означало, что в назначении и освобождении руководителя партийной организации Кармиткомбината являлись прерогативой только руководящего органа коммунистической партии, находившегося на Старой площади столицы СССР, хотя по уставу КПСС секретари партийных органов всех уровней считались выборными должностями. Говоря об этом этапе трудовой биографии будущего первого президента, нельзя оставить без внимания два события, которые коренным образом изменили к лучшему жизнь и быт рабочих и служащих металлургического комбината, да и всех темуртауцев. В конце 1973 года, когда Нурсултан Назарбаев стал секретарем партийной организации комбината, положение в нем было, мягко говоря, плачевным. Трудовая дисциплина повсеместно не соблюдалась, текучесть кадров около 40%. В городе Металлургов, где в основном проживала рабочая молодежь, катастрофически не хватали объектов социально-культурного назначения – школы, детсады и больницы. Обо всех этих злободневных проблемах 33-летний новоиспеченный парторг Кармиткомбината написал в письме ЦК КПСС. А это по меркам тогдашнего времени было равно подвигу, так как в целях положительного и оперативного решения проблем, не соблюдая служебную субординацию, он отправил письмо прямо в Москву, минуя республиканский орган Компартии. Самое неординарное в этом событии было то, что для проверки фактов, изложенных в письме из самой Москвы, в комбинат нагрянула государственная комиссия ЦК КПСС во главе с секретарем ЦК Владимиром Ивановичем Долгих. Комиссия тщательно анализировала положение дел в комбинате. Итоги ее работы рассмотрены на заседании секретариата ЦК КПСС под председательством второго человека в партийной иерархии Михаила Андреевича Суслова, который лично принял секретаря парткома Нурсултана Абишевича Назарбаева перед этим заседанием. По решению секретариата ЦК 12 ноября 1974 года принято совместное постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о работе Темуртауского горкома партии и партийного комитета Карагандинского металлургического комбината по улучшению культурно-бытовых условий трудящихся комбината и совершенствованию трудовой и технологической дисциплины. Благодаря усилиям секретаря парткома комбината и вышеназванному постановлению, в кратчайшие сроки в городе построен 8 детских садов, стадион на 15 тысяч зрителей, плавательный бассейн, дом отдыха и санаторий-профилакторий на правом берегу Самаркандского водохранилища, 180 тысяч квадратных метров жилья, тем самым ликвидирована очередь на жилье. Текучесть кадров на комбинате от 39 сократится до 10%. А второе важное событие в череде побед, ознаменовавших политические и человеческие воли будущего лидера нации, случилось в конце 1976 года. 29 декабря того года в главной газете СССР «Правде» опубликована критическая статья Нурсултана Назарбаева под названием «Причислен к отстающим. Что мешает хорошей работе Кармиткомбината». Это была очередная атака секретаря парткома Кремлю. В статье были раскритикованы руководство страны Советов, нежелание помогать Кармиткомбинату, действия бюрократической системы в целом. Причину плохой работы Кармиткомбината Назарбаев увидел именно в этом. Такая критика власти и системы в период так называемого застоя была вдвойне неординарной. На примере работы комбината он по сути обнародовал недостатки в развитии экономики всей страны, так как эти убеждения были присущи практически каждому промышленному предприятию Советского Союза. По решению председателя Совета министров СССР Николая Тихонова, злободневная статья парторга Кармиткомбината обсуждена на заседании Президиума правительства Союза. В итоге Советом министров СССР были приняты соответствующие меры по кардинальному улучшению работы казахстанской магнитки. В свою очередь, последовательная забота о людях труда превратила комбинат из отстающих в передовые предприятия отрасли. Жизнь и быт жителей стального города изменилась кардинально. Таким образом, взлет и процветание казахстанской магнитки и города Металлургов совсем не случайно совпали с началом политической карьеры будущего первого президента независимого Казахстана.
Недаром Елбасы говорил: Темиртау для меня колыбель. История Магнитки, история Темиртау, судьба его людей неотделима от моей судьбы. Если в моей жизни не было Магнитки и Темиртау, я бы никогда не стал президентом.